За минувшие сутки в Башкортостане произошло 7 происшествий на воде. К сожалению, один ребенок утонул. Почему это происходит? Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Елена Хуснудинова, начальник отдела Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна, вот такая статистика. Только за минувшие сутки 7 происшествий на воде. И один ребенок утонул, насколько я понимаю, в Баймакском районе. Да, все верно. Только за минувшие 2 дня на территории Республики Башкортостан произошло 7 происшествий, в которых утонуло 4 человека, в том числе 1 ребенок. Спасено 6 человек, в том числе 4 ребенка. 18 июня Баймакский район, недалеко от села Нигаматово, река Сакмара, утонула девочка 2018 года рождения. Как мы начали по обстоятельствам, сама она была прописана в Нижневартовске, то есть мама с дочкой приехали сюда к прабабушке в Баймакский район, оставила ее, сама уехала, получается, обратно на работу в Нижневартовск. Получается, прабабушка, не усмотрела, дети ушли, несколько девочек, купаться на реку Сакмара. Она обычно всегда такая небольшая, не глубокая. Но так как у нас периодически идут дожди, она немножко, получается, пополнилась. Когда река, получается, пополняется, быстрое течение возникает. То есть они, когда плавали, они попали, видимо, под какое-то течение, несколько девочек смогли выбраться. К сожалению, вот эта девочка утонула. Через 1 километр, получается, местными жителями она была извлечена и передана уже сотрудникам правоохранительных органов. Ну, то есть купали в необорудованном месте? Опять купание в необорудованном месте без присмотра со стороны взрослых. Да, это получается полная ответственность на взрослых людей. То, что случилось очень огромное горе, и еще 1 ребенок утонул. Всего с начала года у нас утонуло, к сожалению, уже 4 детей. 3 мальчика и 1 девочка. К сожалению, такая статистика. За статистикой огромное горе родителей. Расскажите о других случаях. Насколько я понимаю, один из них произошел в Дуванском районе, когда ребенок совсем 2-летний, по-моему. 1,5 годика, ну год и 8 месяцев точно было в Дуванском районе, тоже без присмотра он остался, утонул. Также была допущена гибель в Дюртюлинском районе, в Чешминском районе. Там был 15-летний подросток, тоже с ребятами пошел на реку, начал купаться. Тогда было холодно, это был май месяц, видимо, начались судороги. Он на глазах у этих детей тоже не справился, начал тонуть. Были очевидцы, хотели спасти, но, к сожалению, там, видимо, большая была глубина. Не успели, когда достали, он уже, констатация только была смерти. Также 8-летний мальчик в Дюртюлинском районе, он, получается, утонул, он рыбачил, решил искупаться, нырнул и больше не вынырнул. Там вода холодная, тогда тоже май месяц, река белая, она достаточно холодная, быстрое течение. Скорее всего, у мальчика судороги, он целый день, может, рыбачил, под солнышком был, организм, может быть, как-то дал слабину, и сил у него даже не хватило на какой-то спасительный вздох, необходимый так тем самым. Вода не прощает ошибок. Вот вроде бы мы говорим о том каждый раз, что нельзя отпускать детей одних и так далее, но тем не менее. Давайте еще раз проговорим эти правила, чтобы избежать страшной трагедии. Страшных трагедий, да, все верно. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует купаться только на оборудованных местах, на пляжах или в местах, оборудованных для купания. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения, ни на минуту не отпускать своих детей, то есть смотреть за ними. Вот эти 3 основных правила вам спасут жизнь. И купальный сезон для вас пройдет только как здоровое и счастливое, можно сказать, лето. Мы каждый раз с вами говорим о том, что дети тонут за считанные минуты. Они тонут даже быстрее, чем за минуту. Получается, только отвлечешься, а дети, у них, они не подготовлены. У них, ну, так скажем, такая психика еще не так развита. Они не были в таких... А это чрезвычайная ситуация, то есть человек начинает тонуть. То есть паниковать. Паниковать, паника получается, да, стресс такой огромный. И они, как правило, у них все силы направлены только вот как бы, чтобы вынырнуть и сделать спасительный вдох. Но сил не хватает, судороги начинаются, отключается даже сознание. То есть они маленькие дети. У взрослых так не всегда получается. Очень много взрослых купаются в состоянии алкогольного опьянения, ныряют и просто не выныривают. Вот и все.
Сухие цифры, сухая статистика, а за ними трагедии и гибель людей и детей. Ну, то есть вроде бы ребенок умеет плавать. Даже если вот нельзя отпускать одного или там с подругами, с друзьями? Абсолютно нет. До 18 лет, получается, ребенок должен находиться под присмотром со стороны взрослых. Взрослые отвечают. Есть статья 535 КоАП. Российская Федерация штрафуется в размере 5000 рублей за оставление детей, получается, неисполнение обязанностей родителей. То есть должны полную нести ответственность, не отпускать детей одних, ни с друзьями, ни с кем. Вот недавно был такой случай на Лукоморье, да, вот вроде на оборудованном пляже, да, молодой человек 2007 года рождения, гражданин Республики Узбекистан, он имел вид на жительство, со 2 класса здесь жил, тоже утонул. Они с друзьями с 10 утра втихаря, получается, в парке Лукоморья распивали спиртные напитки. Они отмечали, что одного из его друзей скоро заберут в армию. В парке Лукоморья не продаются спиртные напитки. Вот они бегали рядом в магазин, потихонечку. С 10 утра начали пить. В 17:43 поступило сообщение, что молодой человек утонул. То есть он как раз, они целый день пили, жаркая погода была, он скатился с горки и поплыл в сторону буйков. Там, видимо, силы его уже покинули, и он начал тонуть. Все необходимые мероприятия по спасению были организованы, но смогли его вытащить, получилось только через 8 минут. 8 минут это фатально, это огромное, получается, под водой это огромные минуты. Это когда его вытащили, приехала скорая помощь, необходимые все реанимационные мероприятия были оказаны, но, к сожалению, молодого человека спасти не удалось. А это считается, кстати, оборудованным пляжем, Да, и там конечно. должен быть спасатель? Да, нет, там спасатели все были, но получается, так как человек, вот тут вот как бы все сошлось. Он был в состоянии алкогольного опьянения, но с 10 утра они пили потихонечку, втихаря. И, видимо, может быть, вот как раз он скатился с горки, алкоголь, да, жаркое солнышко, да, сколько вот уже они времени. Скорее всего, на голове ничего не было, никаких ни кепок, ни покрытия головного убора какого-то. Он скатился в реку, река все равно там, вода прохладная, может какой-то шок, и вот силы его отняли, ну вот так получилось, и вот все необходимые спасатели там были, начали оказывать, начали его искать, и все, но, к сожалению, вот 8 минут для него оказались фатальными. Елена Валерьевна, есть много или мало алкоголя? Ну вот немного же выпил, вроде бы. Есть такой вот вода прощает? Вода не прощает ошибок. Вот недавно тоже в Дюртюлинском районе был такой случай 18 июня. Тоже 17 июня компания собралась, на берегу отдыхала. Ну, как обычно, когда компания отдыхает, не обходится без алкогольных напитков. И кто-то решил покататься на моторной лодке, на маленькой. Это резиновая лодка с небольшим мотором. Она не подлежит регистрации в центре ГИМС Главного управления, потому что она до 200 килограмм, и там маленькие. Вот они решили покататься, они были без спасательных жилетов. Мужчина, получается, тоже не имел права садиться, он не умел управлять, у него не было прав. Вот они вечером уже в темное время суток, плюс еще начали кататься. На повороте он не справился с управлением, допустил опрокидывание лодки. Жена успела одеть спасательный жилет, он был без. И он буквально на ее глазах утонул. Вот и все. Это как происшествие с маломерным судном у нас. Мы говорили с вами о том, что детей нельзя одних отпускать. Вот для взрослых какие правила безопасности? Они элементарные. И казалось бы, ну со мной же это не случится. Вот так все и говорят, да, что со мной это не случится. Но у нас почему-то вот бывает так, что взрослые выходят, а они почему на пляж даже не приходят? Потому что на пляже категорически запрещено распитие спиртных напитков. У нас, к сожалению, люди, то ли вот вода, я не знаю, да, как природа, вода действует, да, у нас... Природа в Республике Башкортостан очень красивая. Я считаю, что одна из самых красивых республик, неимоверная красота. И вот они где-то вот в тихом укромном месте усаживаются, такой пикничок, выпили, закусили и решили нырнуть. Но, как правило, они только ныряют и дальше вообще даже не выныривают. К сожалению, это так. То есть это алкоголь, солнышко, вода приводит сразу к трагическим случаям, без исключений.
Ну и необорудованные места для пляжей. И необорудованные они места, они почему-то у нас люди, то есть мы, Главное управление, Госкомитет, всегда рассказываем, информируем. Если какой-то пляж нужен, зайдите на сайт, посмотрите, выберите, пожалуйста, пройдите. На пляжах есть спасатели, которые вам в любой момент помогут. Да? Есть там аптечка, за вами все равно присматривают. Там много народу, кто купается. Пляж очищен от бутылок, от коряк, там нет водоворотов, там прочищено место, все хорошо. А люди почему-то вот до сих пор у нас умудряются, ну это даже в темное время суток, подходить к воде и начинать отдыхать. Вот еще один вопрос по поводу официальных мест для купания. В понедельник было оперативное совещание под руководством премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Он поднял вопрос о том, что в районах таких официальных мест для плавания очень немного. Например, в Нуримановском, ну, если мне не изменяет память, по-моему, порядка 8. И он поставил такую задачу, чтобы именно водоемы в селах, и которые находятся рядом с населенными пунктами, за ними тоже взять контроль. Просто вот, например, я по своему примеру тоже имею... Есть деревня, и в деревне есть озеро, водоем. Но, естественно, там купались годами, веками. И, конечно же, сельчане пойдут туда. Они не поедут, например, в какой-то город на официальный пляж. Вот как быть в этой ситуации? Да у нас там предки купались, ничего страшного, так же скажут. Да, это вот обычная стандартная ситуация, все правильно. Но, получается, правительство Республики Башкортостан тоже большое внимание уделяет вот этой проблеме. И где в местах, где невозможно сделать пляж, но пляж, потому что это считается все равно затратно, это вот обученные спасатели, получается, там должны быть аптечка, средства спасения, очищено дно. Но сделали такой вариант, как оборудованное место для купания. Вот как раз оно подходит для небольших сел, деревень, да, где, как вы говорите, люди веками купаются. Да, там, получается, глава сельского поселения может сделать место оборудованное для купания. Там должно быть только почищено дно, и должны как бы быть спасатели. Да? Ну, то есть то, кто дежурит, кто будет смотреть. То есть вот все для этого, места для купания, они... порядка должны быть около 500 в этом году. То есть разработана программа с каждым годом по увеличению количества пляжей и по количеству мест, оборудованных для купания. Вот как раз для таких небольших сел, для деревень, где люди как раз могут прийти спокойно и отдохнуть. Впереди выходные. Еще раз расскажем о правилах поведения на воде. В первую очередь купаться только в оборудованных местах, на пляжах или в местах, оборудованных для купания. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять своих детей ни на минуту. Нельзя отпускать их ни с подружками, ни с друзьями. Друзья и подружки, как правило, убегают и оставляют детей от них. Взрослые должны отвечать за своих детей и не отпускать их никуда. Эти простые правила сохранят жизнь и здоровье каждого человека, а самое главное – жизнь и здоровье наших детей. Самое ценное, что есть у нас в жизни. Елена Валерьевна, спасибо, что пришли к нам на эфир, рассказали, еще раз напомнили о том, что как нужно вести себя, тем более впереди у нас жаркие выходные. Спасибо. Спасибо вам огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.